Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё і адразу хачу ўсіх папярэдзіць ці нагадаць, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі Facebook, ВКонтакце, Аднакласнікі, а таксама на канале YouTube. Наш сённяшні госць, сузаснавальнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрый Царык. Добрый дзень. Дзень добры. Нагодай для нашай сённяшняй сустрэчы стаў даклад Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў, які напісалі менавіта Юрый Царык і яго калега-паплечнік Арсеній Сівіцкі, дзе яны прааналізавалі падзеі, веснавыя падзеі, ну, ці, скажем так, самі вот этыя акцыі пратэстаў, антыдармаедскія акцыі, і што да гэтага прывяло, як яны праходзілі і гэтак далей. Спадар Юрый, мне адразу, ведаеце, што цікава, я вельмі уважліва 2 разы перачытаў ваш даклад, і перш... Вот я читаю, ну то есть вы пачынаеце, самый пачатак вашего докладу пачынаецца з таго, што вы аналізуеце ўзаемадзеянне паміж Беларусю і Расіяй, прычым з 2015 года. Прычым тут 15 год і стасункі паміж Москвой і Мінскам? Ну, на наш взгляд, важнейшим контекстом тех событий, которые происходили в феврале-марте 2017 года в Беларуси, является как раз-таки глубочайший кризис белорусско-российских отношений, который, в общем-то, и предшествовал этому кризису, и который, на фоне которого этот политический кризис в Беларуси возник. И анализировать одно вне контекста другого, на наш взгляд, абсолютно неправильно, но, к сожалению, именно это мы зачастую и видели во многих вот оценках этих событий, которые появлялись в средствах массовой информации. Контекст белорусско-российских отношений, кризис в белорусско-российских отношениях задал, на наш взгляд, те рамочные условия, в рамках которых, собственно, и возник кризис, и в рамках которых он далее разрешился. Потому что, ну, параллелизм, который был в событиях в Беларуси и в России в этот период, на мой взгляд, ну, трудно не заметить, потому что буквально на следующий день после Дня воли в Беларуси, да, после брутального разгона, 26 марта в России тоже прошла крупная протестная акция под руководством Алексея Навального, тоже там был разгон и так далее и тому подобное. То есть даже в таких аспектах, ну, контекст абсолютно очевиден. Таким чынам можна зрабіць выснову, што дзеянні Расіі ў дачыненні да Беларусі, пэўныя палітычныя, эканамічныя, там палітыка-эканамічныя ці яшчэ якія любыя нейкія там непаразуменні, якія былі паміж нашымі краінамі, у тым ліку справакавалі пратэсныя акцыі. Безусловно. И, ну, я бы сказал, здесь вот важный аспект. Здесь все-таки речь не о недоразумениях и отдельных, так сказать, несогласованностях. Есть фундаментальный, так сказать, фактор белорусско-российских отношений с начала украинского кризиса. Он состоит в том, что Беларусь официально провозгласила и пока успешно реализует концепцию донора региональной стабильности и безопасности, не поддерживает российское, в общем-то, такое агрессивное поведение в регионе, обеспечивает, гарантирует территориальную целостность и неприкосновенность Украины. И, собственно, в этом ключевом аспекте Беларусь принципиально расходится с Российской Федерацией, и это противоречие, в общем-то, является неустранимым. По большому счету, Россия последовательно и с начала украинского кризиса, и особенно с 2015 года, стремилась Беларусь вовлечь в свою внешнюю и военную политику, которую она проводит довольно-таки агрессивную. Собственно, это и вопрос военной базы, и целый ряд других моментов. Беларусь отказывается вовлекаться в такого рода политику, и вот это противоречие является неустранимым. Адсюль 2 высновы. Першая, гэта тое, што магчыма, калі б не было вось гэтых усіх, ну, назовем их все ж таки супярэчнасцяў у нашых ўзаемаадносінах, быў проста дэкрэт нумар 3,
якім б не папярэднічалі ўсе гэтыя супярэчнасці, то такіх пратэстаў магло не быць. Але калі былі гэтыя супярэчнасці і быў дэкрэт нумар 3, то Россия подштурхнула белорусский народ до акций протеста. Да, это сложный вопрос. Вполне может быть, что было и так. Дело в том, что для того, чтобы утверждать здесь что-то однозначно, необходимо, конечно, владеть оперативной информацией, да, по тому, как были организованы протесты, собственно, откуда, где были организационные центры и так далее и тому подобное. Но такой информации у нас, не только у нас нет, но, как мы видим, еще и публично до сих пор так и не предъявлено. То есть ведь то, что обсуждалось в государственных СМИ, не имеет никакого отношения к реальности. Ну, мы помним, да, дело Белого легиона и так далее и тому подобное. Собственно, как эта вся каша заварилась, никто толком не знает. Мы, например, встречали такие суждения некоторых людей, немножко погруженных в тему, которые утверждали, что во многом протесты были успешными, особенно на первом этапе, благодаря тому, что для мобилизации их участников использовались каналы в социальных сетях, то есть площадки, которые, в общем-то, были не политическими, деполитизированными. То есть это обычные площадки региональные, там, по обмену вещами, по поиску работы и так далее и тому подобное, на которых в определенный момент появлялись политические лозунги, призывы выходить на митинги и так далее и тому подобное. К сожалению, никакого публичного, собственно, анализа вот этого важнейшего технического, да, но в то же время стратегически важного аспекта кризиса нет до сих пор. И, собственно, когда мы в рекомендациях говорим о том, что необходимо предпринять полноценное расследование этого кризиса, в том числе хотя бы частично в рамках парламентских процедур, чтобы сделать его публичным, речь идет как раз о том, что необходимо все-таки выяснить, что же произошло. Потому что понятно, что дело Белого легиона заведомо было, скорее всего, сфабриковано и ни на чем не основано. Ну а что же все-таки было? До Белого легиона мы еще дойдем. Больше пакуль зациклимся, скажем так, все ж таки на звычайных протестах антыдармаецких, потому что гэта больш кранула кожнага шараговага беларуса, не кожнага, но шмат каго. Вы кажаце, што пакуль яшчэ няма дакладнай інфармацыі, канкрэтных сведчанняў, гэтак далей. Тым не менш, я цытую з вашага даклада сказ. Тым не менш, улічваючы ўсю сукупнасць абставінаў, можна з упэўненасцю сцвярджаць, што арганізатары пратэстаў як мінімум цалкам разумелі ту выгоду, якую атрымліваў расійскі бок ад гэтых усіх падзеяў. То есть атрымліваецца, што арганізатары акцый свядома працавалі на карысць Расіі, ці там, як кажуць, дулі ў яе дудку. Это очень сильное обвинение. Мы говорим о фактах. Да? Факты состоят в том, что в условиях острейшего кризиса белорусско-российских отношений, той 7-часовой отповеди Александра Лукашенко российской стороне, которую мы видели там в самом начале февраля, абсолютно очевидно и неопровержимо было то, что протесты и угроза дестабилизации политической в Беларуси отвечают интересам Российской Федерации. Они ослабляют позицию официального Минска, в том числе ослабляют эту позицию в рамках отношений и противостояния с Российской Федерацией. На мой взгляд, отрицать это, довольно-таки сложно. А уже что касается, так сказать, интенций и сознательных или несознательных намерений тех фигур, которые участвовали в протестах, которые были, скажем так, в большей степени организаторами протестов, мы лишь говорим о том, что не понимать того, что эти протесты на руку России, они не могли. Может быть, при этом они считали, что восстановление социальной справедливости и борьба против несправедливого декрета важнее, чем, допустим, прочность позиции Беларуси в противостоянии с Москвой. Или еще были какие-то, так сказать, аргументы. Это отдельный вопрос. Вот зараз гэтае слово я раю паслухаць усім, хто зараз прыпісвае сабе арганізацыю ўсіх гэтых акцый пратэста. Я маю на ўвазе ў першую чаргу усе палітычныя апазіцыйныя партыі, а таксама незалежныя прафсаюзы, якія таксама сабе... То есть атрымліваецца, што з вашых слоў фактычна вы іх абвінавацілі ў тым, што яны, разумеючы, што дзейнічаюць на руку Москве дзейнічалі, працягвалі этой дзейнасць. Либо так, либо они настолько не владеют ситуацией, что даже этого не понимали, что еще хуже.
Яшчэ один момант. А з самага пачатку гэтых акцый нам вельмі шмат расказвалі з захапленнем пра самаарганізацыю людзей. Маўляў, людзі самі выходзілі на вуліцы, людзі самі арганізоўвались, людзі самі расклейвалі нейкія улёткі. Вы з вашых слоў вынікае, што ніякай самаарганізацыі няма. Была нейкая рука Крымля, якая дзёргала за нітачкі асобных людзей, якія ўжо тут арганізоўвалі ўсё. Опять же, факт состоит в том, что так никто толком и не знает, каким образом были организованы эти протесты. Вот это, к сожалению, факт постыдный, который необходимо бы как-то поменять. Это первое. Второй аспект, как я уже сказал, допустим, А навошта это ведаць? Каб было каго зараз там новыя крымінальныя справы распачаць з гэтай нагоды? Ну, с точки зрения, если мы говорим с позиции государства, то почему бы и нет, да? То есть, если государство так сильно заботится о политической стабильности, о сохранности конституционного строя в его даже понимании, то, мне кажется, абсолютно логичной является задача установления реального положения дел, пусть даже и с целью там, преследования инициаторов и так далее и тому подобное. То есть это отдельная тема. С точки зрения гражданского общества, на мой взгляд, это еще важнее, потому что надо понимать, кто, так сказать, чью роль играет и кто в чьи ворота играет. Мне кажется, это еще важнее с точки зрения взаимного доверия и так далее и тому подобное. Вот, то есть понятно, что было использование социальных сетей, как раз, грубо говоря, не Facebook, а ВКонтакте и Одноклассники. Понятно, что это очень сильно, кстати, напоминает так называемую революцию через социальные сети 2011 года. Специалисты признают, что да, это очень сильно похоже. Но была ли здесь но при этом, безусловно, те организационные усилия, которые, на мой взгляд, однозначно прилагались для мобилизации участников акций, конечно, они накладывались на очень благоприятный для роста протестных настроений информационный и социально-экономический фон, что самое главное. Потому что ведь ситуация в регионах действительно тяжелая. Если мы возьмем ту же Оршу, которой, кстати, власти потом, сейчас вот уже усиленно занялись, действительно, 1% населения вышел на протестные акции. Это очень серьезно. Это показатель тяжести социально-экономической ситуации. Чырвонай ніткай у вашым дакладзе праходзіць такое меркаванне, думка, што вельмі слабая інфармаванасць была менавіта дзяржаўных структур. Яны не валодалі інфармацыяй, не маглі зразумець, што адбываецца, магчыма, не было нейкага аналізу. Вось сказ таксама з вашага дакладу. Менавіта адсутнасць дакладнай інфармацыі о падзеях, якія адбываліся, стала галоўнай перадумовай для распаўсюда ў Беларусі неправеранай і недаставернай інфармацыі. Атрымліваецца, што ўсе гэтыя структуры, якія ў прынцыпе павінны усім пералічаным займацца, а это пачынаючы ад КДБ і там розныя інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, аператыўна-аналітычны і халера яго ведае, колькі яшчэ такіх структур такого кшталту, яны ўсе дарма хлеб ядуць? Нет, это поспешное обобщение, но в целом пока ситуация выглядит так, на основе, опять же, открытых источников, ситуация выглядит так, что власть действовала абсолютно вслепую. Власть или не понимала, или не могла успешно воздействовать на реальные организационные центры этого протестного движения, и поэтому сосредоточилась на, так сказать, сплошном ковровом бомбометании в виде попытки, так сказать, выкосить наиболее активных активистов непосредственно в поле, непосредственно в самих выступлениях. Такова картина, так она выглядит со стороны, так она выглядит на основе имеющихся источников. Что при этом, но и понятно, допустим, что если мы возьмем на этом фоне, что произошло, опять же, к сожалению, должен вернуться к делу Белого легиона, то именно на этом фоне, когда никто толком ничего не понимает, стала возможной абсолютно какая-то дикая дезинформация, абсолютно дикое изобретение этого уголовного дела.
абсолютно на пустом месте, абсолютно ни на чем не основанное, судя по всему, в общем, ну, которое и повлекло еще больше издержки, чем все предыдущие действия. То есть яно неяк вот так атрымліваецца супала, ну супала по ваших меркаваннях адмыслова, специально это сумясцілі и вот супрацьдзеянне, скажем там, протесты и вот эта справа Белого легиона, это все для накручивания, не ведаю, градуса ситуации? Ну, здесь ключевой, собственно, вопрос. Вот все, что происходило, допустим, самое загадочное, что было, мне кажется, в этих протестах, это период с первого дня протестов, и даже чуть-чуть раньше, и до 8-9 марта. То есть это период, по сути, бездействия властей. Когда оказалось, что Александр Лукашенко отсутствует в Минске, да, в первый день протестов, он был в Сочи, но это объявили почему-то только через 3 дня, да, что он уехал в Сочи там, и так далее и тому подобное, и полное отсутствие понимания вообще, что делать, вот это на самом деле самый показательный период этой протестной активности. Дальше, после возвращения... Мы перервемся на невялічкую паузу, вернемся ў студыю праз некалькі хвілінаў. Мы абмяркоўваем з Юрыем Царыкам веснавыя пратэсты ў Беларусі. Слухайте. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. У Мінску праходзіць так званы рэспубліканскі педсавет. Александр Лукашенко знаходзіцца на ім і зрабіў некалькі заяваў. Па-першае, добрыя веды вучань можа атрымаць у звычайнай вясковай школе, заявіў Лукашенко. Ягоны малодшы сын Мікалай вучыцца ў звычайнай вясковай школе, прычым для яго ў гэтай школе не ствараліся спецыяльна нейкія асаблівыя ўмовы, падкрэсліў Александр Лукашенко. Вядома, што Коля навучаецца ў школе ў Астрашыцкім гарадку пад Мінскам. Гэтая вёска размешчаная непадалёк ад прэзідэнцкай рэзідэнцыі. Недзяржаўныя СМІ ў гэтую школу не пускаюць. Таксама ў СМІ неаднаразова звярталі ўвагу на тое, што Мікалай Лукашенко суправаджае бацьку ў замежныя паездкі, у тым ліку падчас навучальнага года. Ці можна лічыць такую адсутнасць асаблівымі ўмовамі, не ўдакладняецца. Выказаўся Александр Лукашенко і пра свабоду ў інтэрнэце. Ён выступае за жорсткае абмежаванне дэструктыўнай інфармацыі. Пра гэта заявіў на педсавеце. Ужо рыхтуюцца адпаведныя законапраекты, аналагічныя расійскім. Не ў тым, каб недзе закрыць інтэрнэт, нейкія сайты і рэсурсы пятай калоны. Хай пішуць, людзі ж збяруцца. Але вось гэты дэструктыў, суіцыды і іншыя расіяне прынялі, шэраг рашэнняў, прыйшоў і наш час, заявіў ён. Сёння ў Кіеве на вуліцы Грушэцкага ва ўрадавым квартале адбыўся выбух. Паліцыя паведамляе пра 2 параненых, мужчыну і жанчыну. На месцы здарэння працуюць следчыя. У Кіеве праходзяць урачыстыя мерапрыемствы з нагоды Дня незалежнасці Украіны. Прайшоў ваенны парад, у якім узялі ўдзел некалькі тысяч вайскоўцаў, сярод іх 200 з НАТО. Прымаў яго разам з кіраўніцтвам Украіны 9 міністраў абароны краінаў Альянсу, у тым ліку кіраўнік Пентагона Джейм Мэтіс. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Нагадваю, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі, Фейсбуке, УКонтакце, Аднакласнікі і таксама на канале YouTube. У нас у гасцях сёння аналітык, сузаснавальнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Юрый Царык, з якім мы абмяркоўваем яго сумесны з Арсеніем Сівіцкім даклад, прысвечаны веснавым падзеям у Беларусі, акцыям пратэсту. Спадар Юрый, вы сказали, что
для вас самы цікавы момант у гэтых пратэстах, у пратэснай вясне гэтай, это той момант, калі ад пачатку акцыі, калі ўлады ніяк фактычна на іх не рэагавалі. Як па мне, для мяне больш, так сказаць, цікавы потым перыяд, калі як яны пачалі рэагаваць, калі там пачалі з'яўляцца там інфармацыі і пра прарыў беларуска-украінскай мяжы джипам, і пра правоз нейкіх патронаў, і яшчэ невядома што, фільмы па БТ. Ну і закончылася ўсё справай белага легіёна. Вось наколькі, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі, ну, ці ўсё ж такі завяршыце сваю думку, у чым цікавасць гэтага вот моманту бездеяния? Да, момент бездействия был интересен тем, что, на мой взгляд, демонстрировал полную неготовность и непонимание властями природы происходящего. Второй этап, когда начались репрессии, так сказать, более такие планомерные, попытка выбить, ну, выковырять изюм, да, как это выражение стало нарицательным, где-то с 8 марта и до 20 марта, это был, ну, период попытки обычного такого силового подавления протестов, без перевода всего этого, ну, на новый уровень эскалации. Да? То есть попытка, с одной стороны, там, игнорировать, поругивать, а с другой стороны, обычными методами снизить, так сказать, мотивацию населения к участию в протестах. Ну и, конечно, все это закончилось с началом третьего этапа, когда вдруг появился и прорыв через границу, и еще и дело Белого легиона, и, значит, японский последователь ИГИЛ, и какие-то ядерные грузы из Армении, и еще много чего. Все это в один день. И после этого, собственно, и началось дело Белого легиона и так далее и тому подобное. Вот эта последовательность и то, что вот эта вброшенная версия, на которой основано дело Белого легиона, настолько, ну, не соответствует действительности, с одной стороны, а с другой стороны, настолько повторяет, в общем-то, зады российской пропаганды в отношении Беларуси, вот это вызывает очень много вопросов. То есть, если можно, ну, есть классическое представление людей, которые считают, что все в нашей стране контролирует Александр Лукашенко, и они могут сказать, что Лукашенко вызвал, например, спецслужбы, якобы, и сказал им: давайте мне найдите что-нибудь такое, на основе чего мы могли бы закрутить гайки. Да? Ну, из этого там возникло все вот это вот. Но, на мой взгляд, даже такой сценарий, он подтверждает только одно, что никто не понимал, что происходит, что такое протесты, откуда они взялись, кто их поддерживает и насколько мощными они в итоге могут оказаться. То есть даже если это был, хотя я считаю, что он не был, что дело Белого легиона не являлось заказом Александра Лукашенко, так сказать, спецслужбам, но даже если бы это был заказ Александра Лукашенко спецслужбам, этот заказ мог возникнуть только в контексте, в рамках которого вообще нет понимания того, чем может дело закончиться. То есть в том числе там, ну, люди, может, ожидали там танков, баррикад и так далее в Минске, например. Ну, тым не менш, вот ізноўку я вяртаюся да вашага даклада, і урывак з яго вельмі мяне ўразіў, скажу шчыра. Шчыра кажуць, шчыра нізкая якасць закінутай інфармацыі, неблаганадзейнасць крыніц, яўная неабаснаванасць і надуманасць версій, а таксама іх безальтэрнатыўнасць стварылі умовы для таго, каб інтэрпрэтаваць дадзеныя інфармацыйныя закіды як дзейнасць расійскіх агентаў у сілавых структурах Беларусі па стварэнні інфармацыйнага фона для рэалізацыі планаў па дэстабілізацыі абстаноўкі ў нашай краіне. Отрымліваецца, что и гэта справа рук, так сказать, агентов Кремля. Ну, здесь вопрос состоит именно в том, что абсурдность вброшенной версии как раз-таки, полная ее несуразность заставляла как-то рационально объяснить вот это вот все. А рациональное объяснение было одно, что поскольку эта версия абсурдная полностью повторяет тезисы российской пропаганды, еще периода 2015 года, ну и там попозже, мы, собственно, приводим целый ряд источников, из которых эти тезисы, по сути, были взяты,
то вполне возможно, что данные действия являются как раз действиями агентов России по организации прикрытия, информационного прикрытия более активных действий самих, в общем-то, российских структур здесь, в Беларуси. То есть, ну, это, в общем-то, довольно вполне логичный вывод, и, собственно, мы придерживались такой точки зрения вот в тот момент, в режиме, так сказать, прямого эфира, мы вынуждены были делать именно такие выводы. Но, тем не менее, выводы как бы оказались не совсем, да, мягко говоря, точные. То есть, судя по всему, сам вот этот хайп вокруг дела Белого легиона и вот этих попыток дестабилизации, он и был главной целью на данном этапе, главной целью политических действий на данном этапе, поскольку позволил, ну, достичь целого ряда стратегических задач, о которых мы говорим в докладе. То есть, с одной стороны, дискредитировать Беларусь в лице западных партнеров, в том числе, поставить под сомнение вот эту квазинейтральную позицию Беларуси в рамках региона, плюс внести очень серьезный разлад в белорусское общество, по сути, отвернуть значительную часть национально ориентированной публики, национально ориентированных слоев населения от властей, поскольку, ну, понятно, преследование Белого легиона — это преследование как бы националистов, получается, и такие как бы антинациональные действия властей. Вот эти все задачи, собственно, были успешно решены. Таксама ў дакладзе вы сцвярджаеце, што асноўным пастаўшчыком інфармацыі аб падзеях для Александра Лукашенко был фактычна КДБ. Ну, по крайней мере, судя, опять же, по открытым источникам, по тому, на что сам ссылался Александр Лукашенко, по тому, на что ссылались государственные СМИ, именно КГБ играл ключевую роль в создании этой информационной картины. Далей, вы нагадываете ўсім, што лабістамі дэкрэта нумар 3 была экс-министр працы и социальной обороны Мариана Щеткина и подкресливаете в своем докладе креатура ветерана КДБ Анатолия Тозика и кіраўнік Министерства внутренних справ Игорь Шуневич, выходец с КДБ. И тут КДБ атрымліваецца, что за ўсёй гэтай сітуацыі, за эскалацыяй гэтай сітуацыі стаіць КДБ. Адсюль можна зрабіць, выбачайце, вельмі далёкія высновы на фоне размовы про руку Кремля. Ну, здесь, я думаю, что есть не только такой фактор, как рука Кремля. Мы, например, знаем прекрасно, что вся эта история произошла в период активного реформирования или оптимизации, как это принято у нас называть, силового аппарата государства. То есть как раз с начала 2017 года там на том этапе очень активно уже шла оптимизация МВД, и уже тогда обсуждались планы по оптимизации КГБ. И эти планы, судя там, ну, по некоторым источникам и утечкам, которые сейчас есть в открытых источниках, довольно серьезно били по позициям, допустим, КГБ, там довольно серьезное сокращение и так далее и тому подобное. И здесь вполне можно усматривать не только руку Кремля, но и корпоративные интересы, да, этих структур, которые, ну, так или иначе могли совпадать, да, с намерением кіраўніка краіны, да, как выбить. Конечно. Это классическое, в общем-то, ну, много раз описанное в учебниках политологии поведение силовых структур в таких, на переломных этапах политической жизни той или иной страны. Поэтому, но с другой стороны, важно понимать, что действительно вся та картина, которую, судя по всему, выдавала именно Комитет государственной безопасности, она не просто обосновывает, да, ведущую там роль или важную роль МВД и КГБ в обеспечении политической стабильности Беларуси, якобы, но и самое главное повторяет, опять же, тезисы российской пропаганды, а это очень, мне кажется, очень серьезное основание для очень серьезного, ну, опять анализа и рассмотрения того, что же произошло на государственном уровне. Вот як адмыслова спецыяльна пытанне ад нашага гледача Дмітрый Воронін пытаецца, а можа гэта просто вата ў галавах супрацоўнікаў органаў і чыноўнікаў, а не тезисы, подсунутые ФСБ? Ну, вполне может быть и так, но тогда это еще хуже. То есть, опять же,
тогда это отсутствие анализа плюс наличие мифологии, это, наверное, даже еще хуже, чем некое сознательное заимствование из пропагандистскіх материалов. Я крыху адступлю ад тэмы, у прынцыпе, вашага даклада, но пытанне ёсць. Роберт Кека пытаецца, вот ваше меркаванне, у чым паспяховасць пратэстаў, чаго канкрэтна дамагліся? Ну, смотря для кого. То есть, на мой взгляд, протесты, как бы это сказать, ни к чему не привели. То есть, с точки зрения общего блага в Республике Беларусь, состояние белорусского общества, протесты ничего не дали. Ну, собственно, они и не могли ничего дать. Судьба дальнейшая, как мы знаем, декрета номер 3 туманна, его будут перерабатывать и перерабатывать в рациональном формате, но, опять же, честно говоря, мне очень сильно непонятно, а почему это нельзя было сделать раньше. То есть, опять же, с точки зрения государства, сама история декрета номер 3 и протестов, и того, как он обсуждается, это свидетельство очень невысокого уровня подготовки решений, к сожалению, управленческих решений, которые имеют очень серьезный политический резонанс. И это тоже предмет для беспокойства. Поэтому, на мой взгляд, положительный момент в кризисе, политическом кризисе февраля-марта состоит в том, что он выявил все эти проблемы. Яшчэ вот на што звярнулі большасць тых людзей, хто прачытаў альбо ваш даклад, альбо вытрымкі з яго на сайтах, і што адразу там кінулася ім вочы, яны кінуліся каментаваць, гэта ваша меркаванне, думка, што, маўляў, ўсё адбылося з-за таго, вот эта эскалацыя, магчыма, што вот менавіта такую інфармацыю з такой афарбоўкай, што вот не трэба дзейнічаць так, а не так, падсоўвалі, падкладалі кіраўніку краіны, ну, у дадзеным выпадку там КДБ ці хто там іншыя, якія там структуры. Але вот яны яму давалі, і на падставе гэтага ён прымаў такія рашэнні. Альбо нават, можа, не ён прымаў, а прымалі хтосьці там за яго. Но у чым вас папракаюць тады? Што, маўляў, з вашага дакладу выходзіць цар добры, але баяры дрэнныя. Так що ж таки... Если бояре, так сказать, плохо сработали, это не значит, что царь хороший. В том смысле, что мы этого нигде не утверждаем и утверждать не собирались. То есть речь идет о том, что можно установить на основе открытых источников. На основе открытых источников можно установить то, что силовые структуры предоставляли информацию и в том числе совершали действия, там, если говорить, да, об МВД, о жестких разгонах и так далее, которые скорее, скажем так, вводили в заблуждение относительно природы происходящего, чем проясняли природу происходящего. И это, собственно, ключевая проблема. Ведь дальше мы переходим к вопросу информационных потоков, да, в госаппарате, и это ключевой момент, потому что эти информационные потоки — это и есть то, на основе чего принимаются решения в Беларуси. То есть, может быть, кто-то считает, что там, ну, есть какие-то очевидные вещи, что можно посмотреть в интернете, но чиновнику высокого уровня, он, даже если он сам посмотрел в интернете, когда ему приносят документы, в которых утверждается что-то конкретное, он не может просто от них отмахнуться. То есть важно понимать, как работает госаппарат. Если существует официальный доклад компетентной структуры, например, КГБ, о том, что происходит 1, 2, 3, 4, то управленец, который получил этот доклад, вообще-то не имеет права действовать так, как будто этого доклада нет. То есть, да, ну, важно понимать, то есть он должен либо опровергнуть его, например, да, на основе других источников, тоже официальных и тоже других государственных структур, либо, ну, каким-то образом с ним считаться. То есть здесь, мне кажется, дело не стоит сводить к хорошему царю. Царь, как говорится, живет в этом смысле своей жизнью, его надо обсуждать отдельно, вообще систему, так сказать, власти, это отдельная история. Здесь вопрос эффективности функционирования, значит, системы госуправления во внутриполитической сфере, и в том числе такого элемента этой системы, как силовые структуры, которые, по идее, должны быть, конечно, отделены от внутренней политики и должны, ну, быть абсолютно обособлены, но у нас они являются активным субъектом, в общем-то, внутриполитического поля.
Таким чынам абвінавачванне, што вы там, ну скажем так, адбельвацелі С і Не, С. у нас это явно не в этом задача состояла доклада. Добра, хто хоча пачытаць сам даклад і высновы, якія робяць аналітыкі са ўсіх сваіх сабраных матэрыялаў, гэта можа зрабіць, паглядзець, пачытаць. Мяне апошняе пытанне: а як вы лічыце, ваш даклад гэты пачытаюць там і ці прымуць да ведама? Честно говоря, я не знаю. Мы сделаем все необходимое, чтобы его там прочитали, то есть мы сделаем рассылку, но это, собственно, все, что нам доступно. Но нам хотелось бы, чтобы его прочитали. Почему? Потому что, мне кажется, мы сейчас в период проведения учений «Запад-2017» приближаемся к очень такому опасному периоду, когда повторение в некой степени или в некой форме событий весны 2017 года может привести к очень печальным последствиям для Беларуси. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, у нас в эфіры быў аналітык Юрый Царык, сузаснавальнік Цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў. Мы абмяркоўвалі з ім даклад Цэнтра па падзеях антыдармаедскіх акцый. Гэта быў Зміцер Лукашук. Слухайце Еўрарадыё. Я калісь стану маліць, яе згубіць. Разам з душой розум сышоў, толькі куды